Православные верующие отметили один из главных праздников христианства – Рождество Христово. В Коме во всех храмах прошли торжественные богослужения. С наступлением Рождества подходит к концу строгий пост. Он завершается с появлением на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую, которая, согласно преданиям, взошла в момент рождения Иисуса Христа. Некоторые верующие республики этот светлый день предпочитают встречать в Ульяновском монастыре. Едут туда накануне, чтобы помочь священникам подготовиться к празднику. Елена Кононова тоже не осталась в стороне. Накануне Рождества Христова в Троице-Стефано-Ульяновском монастыре идет подготовка к одному из самых главных христианских праздников. На территории обители взрослые мужчины дружно подпрыгивают на снежном холме, хорошенько трамбуя поверхность будущего вертепа, символической пещеры, где родился Иисус Христос. Паломники из Сыктывкара сюда в это время приезжают каждый год. Здесь нам позволяет и время, и место, так сказать, посмотреть вглубь себя, уйти от суеты, которая она есть, и от нее никуда не уйти, оказать какую-то посильную помощь монастырю, чисто физическую, это почистить снег, заготовить дрова. В последнее время делаем вертеп Господень. Для всех русских людей Рождество – это праздник особенный. И, как водится, готовиться к нему тоже надо по-особенному. А где найти лучшее место для подготовки к празднику, чем здесь, в монастыре, который находится довольно-таки далеко от цивилизации, в отдалении таком, чтобы в тишине, в труде подумать о том, как правильно встретить рождающегося Господа Иисуса Христа, как правильно воздать Ему хвалу и какие дары принести Ему, принести к Его яслям. Погода как будто тоже радуется приходу светлого праздника. Синее небо, яркое солнце и мороз. Минус 22 градуса. Руки паломников мерзнут, но от этого как будто работа еще больше спорится. Буквально несколько часов, и вертеп уже готов. Отец Амвросий заходит в пещеру и зажигает свечу перед иконой, где запечатлена сцена Рождества. В таком же гроте на окраине Вифлеема сидят Иосиф и Мария. На ее руках чудесный младенец. Вертеп надо вход меньше делать, в рост ребенка. Почему? Как вот в Писании написано, если не умолишься, как дитя, не войдешь в Царство Небесное. То должен, прежде чем войти в вертеп, умолиться, вот так, как ребенок. Рост ребенка надо сделать. Праздник Рождества Христова, пожалуй, самый радостный для христиан всего мира. К нему готовятся задолго до торжеств. 40 дней верующие держат строгий пост, отказываясь от скоромной пищи, очищая свою душу. Отец Андроник, приехавший сюда из Тамбовской области, вспоминает свое детство. У нас храма своего не было, мы маленькие были. И что нам было надо петь? Ну, мы как маленькие дети, нам было 4-5 лет, ходим по домам ночью, на Рождество в ночь. Под Рождество ходили, пели всегда какую? Маленькую такую колядку. Маленький мальчик сел на стаканчик на бочок, подавайте пятачок. И мы пришли к одной из бабушки соседней, она у нас была верующая, и она нас научила молитву Рождества Христова. В молитвах, поздравлениях и величальных песнях верующие прославляют события, изменившие ход истории. Согласно Евангелию, в этот день человека воплотился сам Спаситель мира. О рождении Богомладенца возвестила яркая звезда, засиявшая над Вифлеемом. И каждый раз Рождество Христово души людей переполняет предчувствие чуда. Праздник Рождества – это очень светлый праздник. Для меня он значит надежду. Он дарит просто надежду на спасение. Да, вот то, что Иисус Христос родился и подарил нам надежду, то, что мы будем приняты в рай. В Рождество у меня такое ощущение, что вот Христос рождается, и как будто каждый раз во мне рождается что-то новое. Но главной традицией, с которой неразрывно связано празднование Рождества, это дела милосердия. Праздник становится праздником, когда его можно разделить с другими людьми, а также помочь чем-то тому, кто в этом нуждается. Ведь таким образом ты получаешь намного больше, чем отдаешь. Елена Кононова, Владимир Кривцон, телеканал Йорган, Усть-Куломский район.